Почти 100 миллионов рублей удалось собрать на строительство первого хосписа в Башкортостане. Его планируют открыть ко Дню Республики в этом году. Но необходимый объем финансирования почти 700 миллионов рублей. Обсудим детально вместе с гостем программы «Интервью». Сегодня вместе с нами Светлана Нигматуллина, пресс-секретарь Уфимского хосписа. Светлана, здравствуйте. Добрый день. Буквально на днях состоялся визит главы Башкортостана Радия Хабирова на строительную площадку. Как вы оцениваете такое внимание со стороны руководства республики и что это может дать? Безусловно, переоценить такую поддержку от властей нашего региона просто невозможно. Годы ожидания момента, когда в Уфе появится в республике хоспис, показали, что без поддержки властей сделать это практически невозможно. И на данный момент республика – это такая проекция лучших мировых практик оказания паллиативной помощи, ее развития, в которой власти, общественники и некоммерческие организации объединяются и работают вместе, чтобы закрыть вот эту потребность в помощи паллиативным пациентам. Ну, давайте немножко первых цифр. Да? Вот первый хоспис, который строится для многомиллионной республики, 4 миллиона жителей у нас, где в паллиативной помощи нуждаются более 20 тысяч взрослых и почти 700 детей. Расскажите, пожалуйста, вот что включает в себя проект? Напомним телезрителям. Ну, если говорить про сам проект, то мы строим такое многопрофильное медицинское учреждение. У нас будет 3 корпуса: детское отделение, взрослое отделение, административно-медицинский блок. В нем предусмотрено 60 коек. 20 – это детское отделение, 40 – взрослое. Во взрослом заложено еще 10 в 40 для так называемых молодых взрослых, потому что это совершенно отдельная категория пациентов. И так как нас очень волнует психологическое состояние наших подопечных, а не только их физическое состояние, нам очень важно сделать комфортные условия именно для них. То есть это уже не дети, еще не взрослые, у них свои увлечения, свои потребности. У нас будет прекрасная детская площадка, на которой ребенок в любом физическом состоянии сможет провести время. Там же смогут поиграть его родные братья и сестры, которые приходят в гости к нашим подопечным. Мы строим место, где, да, будет высококвалифицированная медицинская помощь, но оно не должно ни в чем напоминать больничные стены. У нас достаточно больниц, и человек в тяжелом заболевании, его близкие – это очень чувствительные люди, для которых мелочи имеют колоссальное значение, поэтому для нас важно не только сделать надежные крепкие стены, да, хороший проект, но и выбрать подходящие шторы, выбрать комфортное расположение кроватей. Для нас нет мелочей, и мы надеемся это в своем проекте отразить. Какие проблемы решает создание такого хосписа? На данный момент у нас немного нарушена вертикаль такой медицинской помощи. Это проблема не только нашего региона, вообще всероссийская. То есть, когда рождается ребенок, его патронирует педиатр, да, потом терапевт. Если нужна какая-то помощь, в дело вступают узкопрофильные врачи. Но если традиционная наша медицина бессильна, если заболевание человека неизлечимо, или если это просто возрастные гериатрические изменения, он, как правило, оказывается без помощи, так же, как и вся его семья. То есть эти люди остаются дома в своих стенах, им зачастую не оказывается медицинская помощь в должном размере. Человек нуждается в качественном обезболивании, в психологической поддержке. И его родственники, которые ухаживают за ним 24/7, да, нуждаются в элементарном отдыхе. И эта проблема до конца не решена. Вот создание хосписа как стационара, первого большого крупного стационара паллиативной помощи, призвано решить эту проблему. Светлана, вот собрано 100 миллионов рублей на данный момент. Да, кто эти благотворители? Это бизнес, это простые жители. Вот какую картину вы видите? В основном это крупный бизнес, конечно, да. В основном это крупные пожертвования бизнеса, но большое участие мы видим и от обычных людей. То есть мы для себя посчитали, что если каждый житель республики единократно пожертвует 400 рублей на строительство хосписа, каждый трудоспособный житель республики, то сумма будет собрана, и как бы эта считалка нашла отклик в сердцах людей, так что жители нас тоже поддерживают. Ну и, кстати говоря, глава Башкортостана Радий Хабиров сказал, что действительно это проверка на моральную зрелость крупного бизнеса. Если они помогают при строительстве таких социальных объектов, то значит они зрелые. Вот как вы оцениваете такой призыв? Ну, я думаю, что каждый человек, практически каждый человек, который закрыл все свои основные потребности в жизни, какие-то материальные, да, какие-то личные, духовные, приходит к тому, что он хочет помогать. То есть даже обсуждая со своими сейчас подопечными, с родителями наших детей, часто всплывают мысли о том, что, помогая другим, мы помогаем в первую очередь себе. И как бы это банально не звучало, да, на первый взгляд, на самом деле так оно и есть. Я считаю, что для любого человека, и для бизнесмена, и для самого
бы рядового, да, какого-нибудь работника, посильно помогать, и это сделает его лучше, сделает его сильнее. Как оказать помощь? Какие способы существуют? У нас есть сайт ufahospice.rf. Там можно сделать пожертвование на любую сумму с карты любого банка. Можно отправить смс на короткий номер 3443 со словом «Иман» и суммой перевода, например, «Иман-100», «Иман-200». Также мы принимаем нематериальную помощь, то есть нам нужны волонтеры, нам можно привезти какие-то необходимые для подопечных вещи. Вся эта информация есть на сайте, в наших социальных сетях. Ну и, кстати говоря, вот какую обратную связь от семей с паллиативными больными вы видите, да, ждут ли они открытия хосписа? Изначально, скажу честно, когда мы только начинали работу, это как раз был период пандемии, мы столкнулись с очень разными эмоциями, потому что не только люди не знают, что такое паллиатив и хоспис, но часто и болеющие люди, их близкие, до конца не понимают, что это. То есть вот эта аура страха, ужаса, смерти, она очень была такая сильная, крепкая, было очень трудно ее пробить. То есть я вот сама лично разговаривая с отцом одного из наших мальчиков, он один воспитывает своего ребенка с тяжелым заболеванием, выслушала целый поток отторжения о том, что мой сын собирается жить, он не будет умирать, нам не нужен хоспис, вы хотите, чтобы он умер. Ну, в общем, были разные реакции, не могу сказать, что наша жизнь – это такая ванильная работа без проблем. Но спустя время, уже вот год, эта семья с нами, все становится на свои места. Хоспис про жизнь в том смысле, что здесь никто никогда не ускоряет и не замедляет ход человеческой жизни. Некоторые наши подопечные живут десятилетиями, все зависит от болезни. И наша задача, наша главная, единственная задача – облегчить состояние человека в данный момент. Если ему тяжело дышать, помочь ему дышать. Если он не может нормально есть, обеспечить ему еду. Если он не может выходить из дома, погулять, подышать свежим воздухом по любым причинам. Там нет у него дома пандуса, там нет у него коляски, мы должны решить эту задачу. Не всем на самом деле нужен стационар. Понятное дело, что если у человека есть возможность физическая, да, если у него есть родственники, он, конечно, хочет быть дома. Ну, дом – это есть дом. Если у человека такая возможность будет, при хосписе будут 6 выездных бригад, которые смогут приехать домой, решить все насущные вопросы и поддерживать, быть такой тревожной кнопкой, да, для родственника и для человека. То есть здесь нету вот такой вот прямой линейки нашей работы. Мы будем выполнять много задач и каждому человеку подходить индивидуально. На какой стадии сейчас строительство? Сейчас уже дух захватывает на нашей стройке, потому что мы уже видим стены, то есть сейчас ведутся работы по подводу коммуникаций, скоро будет закрыто здание кровли, начнется внутренняя отделка, и мы уже видим, что нас ждет, мы видим коридоры, мы видим палаты, у нас из каждой палаты будет выход на улицу, то есть каждый человек даже на кровати, на медицинской кровати сможет выехать на прогулку в парк, потому что территория будет устроена таким образом, что, ну, то есть она будет доступна для перемещения человека в любом положении. Вот. Мы знаем, что в начале, когда объявлялось о создании хосписа, на площадку строительную приезжала, еще когда ничего не было, ни зданий, ни коридоров, которые вы только что перечислили, приезжала Анюта Федермессер. Контролирует ли, точнее, сотрудничаете ли вы, продолжаете ли вы сотрудничество с ней, да, и держите ли вы контакт? Да, конечно, невозможно самим тут заново придумать велосипед, да и незачем. Конечно, мы работаем при поддержке фонда «Вера» и вообще постоянно на связи с коллегами из других регионов, перенимаем их опыт, адаптируем для себя, и, конечно, мы хотели съездить в гости в хосписы, но пандемия немного нас ограничила, надеемся, что у нас такая возможность будет еще. В чем уникальность и особенности уфимского хосписа, в отличие от других российских подобных заведений? Ну, на данный момент, насколько мне известно, это самый большой в России хоспис, потому что 60 койко-мест – это достаточно много для такого учреждения, где у каждого человека должно быть максимальное повышенное внимание. В чем его особенность, пока, наверное, сложно сказать. То есть все хосписы работают под единой философией, и, конечно, что-то, наверное, в нем будет такое, когда он запустится, отражающее нас, но так же, как и везде, это какое-то особенное место, мне кажется, в нем будет колоссальная энергетика, потому что мы получаем большую поддержку от совершенно разных людей. То есть, да, нам помогает крупный бизнес, это колоссальная помощь, но иногда к нам даже в офис, вот наш текущий офис, приезжают бабушки, которые привозят там мыло для подопечных, зная, что мы развозим средства гигиены. Они говорят: так здорово, что вы строитесь. Вот у меня супруг уходил, нам никто не помогал. Вот вы строитесь, молодцы, давайте. То есть вот такие маленькие истории, они со всех сторон. И мне кажется, это место не может быть другим, оно будет совершенно особенным.
Про подопечных фонда расскажите, пожалуйста, кому нужна помощь, может кто-то из телезрителей захочет тоже оказать поддержку. Сейчас самый большой сбор для наших подопечных ведется на средства для купания. То есть мы поняли, что наши семьи с этим особо не сталкивались. Они просто не знают, как решить такой простой бытовой вопрос, как купание своего близкого лежачего человека. То есть здоровым людям это понять очень сложно, но, наверное, легко представить тем, у кого есть детки, которые растут, и эта процедура становится все сложнее. У наших семей некоторые дети весят по 60 и 70 килограмм в силу своей вынужденной неподвижности, и, естественно, у родителей сорваны спины, и купать их просто очень трудно и небезопасно. То есть человек, который не управляет своим телом, может легко захлебнуться, перевернуться, и, в общем, это целая эпопея. В то же время есть такие удобные специальные медицинские шезлонги для купания, каждый из которых может облегчить ежедневный быт наших семей. У нас на сайте открыт сбор, мы уже передали большое количество семьям, есть от них обратная связь, и если вы хотите поддержать кого-то адресно, то, мне кажется, это сейчас самый такой актуальный сбор. Ну, давайте отправим телезрителей тогда на сайт Уфимского хосписа, и подробную информацию они найдут там. Угу. Спасибо большое, Светлана, за то, что подробно так рассказали. Будем сотрудничать дальше и дожидаться, когда же откроется первый Уфимский хоспис. Спасибо за поддержку. Спасибо. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики была Светлана Нигматуллина, пресс-секретарь автономной некоммерческой медицинской организации «Уфимский хоспис». И мы говорили о том, на каком этапе сейчас строительство Уфимского хосписа и как оказать благотворительную помощь. Все самое интересное в нашем эфире. Не переключайтесь, оставайтесь на БСТ.